Каждую ночь албарсты, бесчинствуя в горах, лишали людей сил, вгоняя их в сонный паралич. Вот и пришли. Выбирайте себе юрты. А в пещере всегда оставался только самый младший албарсты. Как вам сегодняшняя ночная вылазка, а? Прекрасно. Я взобралась на одну старуху и обездвижила ее. Как же я наслаждалась этим, ее мучениями. А я забрал все силы у спящего старика. Как же хорошо! Уже столько веков они боятся нас. А неужели нельзя жить с людьми в мире и согласии, да перестать их пугать ночами? И зачем это нам? Эй, мы албарсты. Мы рождены для этого. Это наша природа, наша суть. Это традиции наших предков, ясно? Но я не хочу этого, отец. Поймите меня. Хочешь, не хочешь, ты обязан. Ты албарсты. А ну-ка, пошли со мной. Смотри, это твой дедушка. Его все боялись и уважали. И ты обязан быть таким. Но, отец, я не хочу, чтобы меня все боялись. Я хочу дружить с людьми и играть с их детьми. Это мне послышалось? Что ты сейчас сказал? Пошел прочь с глаз моих долой. Достал он меня. Эй, мать, а ну-ка быстро уложи его спать. Вот тебе, еще рисовать он будет. Надо взяться за его воспитание. Ну что же ты так разозлил отца, маленький ты мой? Поймите меня, я не хочу днем прятаться в пещерах, а по ночам пугать людей, мама. Но мы рождены для этого, сынок. Но я хочу дружить и играть с ними. Но это никак невозможно. Спи, малыш. Ай да, сыночек, почему ты другой? Тяжело тебе будет с нами. Эй, мы пошли в кочевье, а ты подумай над своими словами и покайся портрету дедушки, и чтобы я не видел твои рисунки на стене, ясно тебе? Потопали. Быстро разбрелись по юртам. Хорошо. Дедушка, я не хочу быть таким, как вы. Я не хочу, чтобы меня боялись. Я все равно буду жить по-другому. Эй, что-то мы подустали, малеха. Надо бы поспать. А ты не шуми, ясно тебе? Тогда я пойду в лес поиграю. Пока отец проснется, успею вернуться.
А в это же время, собрав хворост, Айбек и Айсулу возвращались в свои юрты. Ух ты, смотрите-ка, это, наверное, детки людей, лишь бы не заметили меня. Эй, кто здесь? А ну-ка, выходи. Это я подскользнулся. Ты кто? Иди к нам, не бойся. Ой, а ты вообще кто такой? Сколько раз бывали в лесу? Впервые видим тебя. Я маленький албарсты. Пока взрослые спят, вот пришел немного в лес поиграть. Так вот, как выглядят албарсты. Значит, поиграть пришел. Хочешь с нами в догонялки побегать? Да, ребята, очень хочу побегать. Ну тогда помчались. Теперь ты за нами гоняйся, хорошо? Где бродит этот несносный ребенок? И тут отец албарсты вспомнит свое детство. Эй, а ну-ка поди сюда быстро. Что это за поведение? Бегаешь по лесу с каким-то лисенком. Албарсты не должны смеяться, они должны сидеть в пещере и наводить ужас на окружающих. Понятно тебе? Да, отец. Что-то случилось, милый? Скажи мне. Все время живя в темноте и злобе, когда мы смеялись. Эх, я даже забыла, как звучит смех. Все, с этого дня прекращаем вылазки к людям и живем по-другому. Как по-другому, отец? Вы же сами говорили, что это наша природа. И что скажут другие албарсты? Эй, если кто захочет, пусть присоединяется к нам, а кто нет, это их жизнь. Но мы будем жить по-другому. Но, отец, так же нельзя. Эй, как я сказал, так и будет. Я здесь главный, ясно тебе? Не перечь отцу. Ну ладно. Пока, ребята, буду ждать вас. Завтра мы еще придем в лес. Поиграем тогда в прятки с тобой. Ладно, Айбек. Пока, маленькие албарсты. Жди нас. Где ты ходишь, а? Я в лесу игрался. А ну иди сюда, сейчас увидишь, как играться. Спасибо тебе, сынуля маленький. Ты изменил нас. С этого дня я буду ходить на охоту. Старший пусть ловит рыбу, а вы идите в лес, собирайте грибы, ягоды и орехи. Хорошо. О, Прости меня, отец.
Я рад, что лучик света зажегся именно в нашей пещере. Вот такая вот сказка случилась в Кыргызских горах.